Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. По воле Аллаха мы с вами продолжаем лекции на тему асбабуль магфира, пути прощения грехов, причины прощения грехов. И следующая у нас причина аль-мукфу фил масаджид ба'да салават валь-маши аля аль-акдам иля аль-джамаат. То есть нахождение, время пребывания в мечетях после намаза и ходьба в мечеть с целью совершения коллективной молитвы. Именно ходьба, то есть пешком. И первый хадис, который передает нам Абу Хурайра радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ла язалю ахадукум фи салатин ма дамати салату тахбисуху». То есть каждый из вас, он останется в положении намаза, в состоянии намаза, пока намаз будет удерживать его. Пока намаз, молитва будет удерживать его. То есть человек, когда, например, сидит в мечети и ждет молитвы, или, например, совершил, скажем, обеденный намаз, осталось какое-то время, может быть час, может быть полтора, до, например, асра. Если у него каких-то особых занятий нет, он сделал намерение, пойдет, иншаллах, сегодня на зухр, и он останется до асра. Или, например, он придет на магриб с таким намерением остаться до айша. И вот если причиной того, что он останется в мечети, будет намаз, получается, он как будто будет внутри намаза, он будет совершать намаз. Если, конечно, его будет удерживать только одна причина – это намаз. То есть не там, наверное, тот брат придет, он мне там деньги должен. Да, я его подожду, бисмилля, пока Коран почитаю. Нет, то есть если причина того, что он остался в мечети, это следующий намаз, то получается, он останется в состоянии намаза, если его удерживает только намаз. То есть ничто не мешает ему вернуться в свою семью, кроме намаза. То есть нет других причин. Он может спокойно вернуться к своей семье, но у него одна цель, одно намерение – это следующий намаз, это следующая молитва. То есть вот, иншаллах, он будет час, может быть, ждать, может быть полчаса, может 40 минут, может быть 2 часа. И он получит аджр, как будто он находится в намазе. То есть он совершает намаз. Также передает нам Абу Хурайра радийаллаху анху, то посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман салля ва джаласа янтазиру ссалата лам язаль фи салатин хатта та'тияху ссалату лати юлакиха». То есть кто совершил намаз и остался ждать следующего намаза, он останется в положении намаза, как будто он совершает, как будто он не выходил с молитвой, пока не придет следующая молитва. То есть время пребывания в мечети, ожидая намаз, это тоже один из видов поклонения. Это тоже поклонение. Когда мусульмане, они не просто забегают быстро-быстро на намаз, а идут в мечеть с намерением остаться до следующего намаза. Вот это то, что он будет там сидеть, зикр, Коран будет читать. Кто-то может совершать намаз. Например, если взять сподвижников, то и ученые говорят про пророка, алейхиссалату вассалям, что очень часто завершая намаз магриб, он ждал, посланник Аллаха ждал айша. Да, кто-то называет это салятуль ауабин, намаз ауабин, кто-то говорит, что это так не называется, неважно. То есть они совершали навафиль, дополнительные намазы, очень часто. Это есть в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Также посланник Абу Хурайра радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Каффаратуль хотая», то есть искуплениями за наши грехи служат исбагуль вуду и аляль макарих. Мы это с вами проходили, то есть когда человек берет тахарат, не просто берет тахарат, как попало, а действительно он совершает его в совершенном виде, то есть со всеми суннами, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям нас учил, аляль макарих, несмотря на то, что есть какие-то трудности, которые порицает его нафс. Например, вода холодная, помещение холодное, то есть то, что он берет тахарат в полноценном, то есть в совершенном образе, создает ему что? Какие-то проблемы. Вот это есть искупление за наши грехи. Это первое. Второе, и'малуль акдам иляль масаджид. То есть, когда ноги идут куда? В мечеть. То есть именно пешком. Когда люди идут ради совершения коллективной молитвы именно пешком. Вантидару саляти ба'да саляти. И ожидание молитвы после молитвы. Когда человек просто сидит, ждет следующей молитвы. Этот хадис достоверный, раваху Ибн Маджа. Также в другом хадисе от Абу Хурайра, машаллах, надо дуа делать за этого сподвижника, надо его любить, дорогие братья. Мы никогда сегодня на этой земле и до судного дня никто не сможет стать как Абу Хурайра, никто не может достичь его положения, но у нас есть шанс в судный день быть с ними. И на то мы знаем далиль, доказательство, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: ты будешь в судный день пребывать с тем, кого ты любишь. То есть поэтому мы должны любить нашего пророка, любить Абу Бакра, Умара, Усмана, Абу Хурейру, машаллах. И мы еще знаем мольбу, да? Абу Хурейра делал дуа: О Аллах, прости каждого мусульманина, который будет просить прощения за Абу Хурейру и его мать. Поэтому, машаллах, вот если хотите попасть под его дуа, машаллах, делайте за него дуа. Наибольшее количество хадисов дошли до нас именно через Абу Хурейру. Абу Хурейра радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аля адуллюкум аля ма ямхуллаху бихи аль-хатая ва ярфау бихи дараджат». Не показать ли мне вам то, посредством чего Аллах простит, сотрет прегрешение и возвысит по степеням, то есть возвысит положение людей. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Исбагуль вуду аляль макарих», то есть совершение тахарата, омовения наилучшим образом, несмотря на трудности, несмотря на машакка, порицание нафса. «Ва кафратуль хута иляль масаджид». Второе, посредством чего Аллах стирает нам грехи и возвышает нас по степеням, это многочисленность шагов в сторону чего? Мечетей. То есть, когда люди идут пешком в мечети. Третье, «Вантидару саляти ба'да саляти». И третье, когда человек ждет намаза после совершения намаза. То есть он совершил намаз, и он ждет следующий намаз. И в завершении посланник Аллаха сказал: «Фадаликумур рибат». И это есть рибат, то есть мурабит на пути Аллаха, когда муджахид стоит, охраняет границы. То есть вот то, что человек будет совершать эти дела, это равнозначно тому, что он, как муджахид, он стоит на границе и охраняет. «Фадаликумур рибат». Посланник Аллаха, это подобно рибату. «Фадаликумур рибат». И он повторил второй раз: это подобно рибату. «Фадаликумур рибат». И он 3 раза так повторил. И это, говорит, равносильно тому, что он находится на пути Аллаха, Вот поэтому есть у нас братья, которые мечтают на пути Аллаха поохранять, да?
бисмилля, приходите на намаз, ждите следующий намаз. Иншаллах, делайте зикр, дуа. Посланник Аллаха 3 раза повторил. Это подобно рибату, это подобно рибату, это подобно рибату. Этот хадис достоверный передает имам Малик, имам Ахмад, имам Тирмизи, имам Ан-Насаи, и тут еще имам Муслим написано, имам Муслим. Идем дальше. Также Абу Хурайра, радиаллаху анху, нам передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю хутватин яхтуха ахадукум иля саляти». Каждый шаг, который человек делает, кто-либо из вас делает на намаз, юктабу лаху биха хасана, то есть за этот шаг ему запишется хасана, одна награда одного благого дела, и посредством этого шага, из-за этого шага, Аллах стирает одно прегрешение. То есть за каждый шаг Аллах Тааля дает нам аджр, как будто мы совершили одно благое дело, и за каждый шаг Аллах стирает нам одно прегрешение. Поэтому чем больше шагов, иншаллах, тем больше награды, и тем больше грехов у нас, иншаллах, стираются. Этот хадис достоверный нам передал имам Ахмад, рахимахуллах. И также хадис от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мин хина яхруджу ахадукум мин манзилихи иля масджидихи, фариджлун туктабу хасанатан, вал ухра тамху сайятан». Когда кто-либо из вас выходит из своего жилища, из своего дома, в свою мечеть, в сторону своей мечети, фариджлюн туктабу хасанатан, то есть одна нога, за одну ногу пишется благое дело, награда, валь ухра, и за вторую ногу стирается грех. То есть один раз наступил, альхамдулилля, он заработал аджр одного благого дела. Второй раз наступил, Аллах простил ему одно прегрешение. Этот хадис сахих, раваху аль-хаким и Байхақи. Ну, хадисов много, но мы идем дальше. То есть вот даже то, что человек, машаллах, это у нас причина, то есть какая была? Пребывание в мечети. То, что человек будет сидеть в ожидании намаза, машаллах, за это будет ему аджр. И вот в завершение этой причины хочу немножко поделиться своими некоторыми суждениями. Вот я всегда, где бы я ни работал, да, вот я всегда наблюдал, есть ли у нас такие люди? Нет. Есть ли у нас такие братья? Нет. Особенно мне вот хочется видеть такое, когда вот, машаллах, человек совершил один намаз и ждет следующего намаза. Особенно хочется видеть наших пожилых братьев, машаллах. Потому что, ладно, молодой брат, он там может сказать, что ему на работу надо так ведь, и это не есть как бы недостаток. Альхамдулилля, ему надо на работу, он спешит, да, но есть у нас более пожилые братья, и может быть они уже на пенсии, да, и уже не так скучают по бабушке, как наши молодые, да, братья. Вот. И поэтому вот всегда глаза вот ищут, да, а вот кто остается? Вот салям даем, зикр, дуа делаем, и вот кто остается? Вот хочется, чтобы бабайлар больше оставались, но почему-то они даже иногда раньше молодых уходят. Видать, вот у них или любовь к бабушкам, может быть, не знаю. Может быть, тахарат им нужно обновить. Но тахарат хана есть в мечетях. Есть, уже домой не надо ходить. Так ведь? Вот очень хочется, дорогие братья, бабайлар, более пожилые абайлар, да, вот очень хочется видеть вот этот вид этого поклонения у нас. Понимаете, в мечети, когда вот люди остаются у нас, альхамдулилля, многие мечети сегодня тахарат хана есть, теплая вода есть, ковры чистые, во многих мечетях теплый пол. Я зашел в одну деревенскую мечеть, вот вижу первый саф, первый ряд, да, там теплый пол есть, а во-вторых, в третьем ряду нет. Я говорю, почему так? Говорит, первый ряд он всегда лучше, говорит. Пускай, говорит, бабайлар спешат в первом ряду. Поэтому, машаллах, и тепло, и светло, и книги есть. И Коран можно почитать, и дуа можно делать. Куда спешить?
Куда спешить? Вот очень часто сахабы, сподвижники, они ждали следующего намаза. На примере пророка, алейхиссаляту вассалям. Да, у них тоже было много дел, и они любили жен. У них еще несколько было, не то что без имени, да, там одна жена и все, там салями быстро туда. Так ведь там, у них там по 4 жены было. Да, воды дома не было, надо было воду таскать, еще надо с рынка было хлеб надо, а сейчас везде пятерочки, везде магазины, жена сама может выйти, дети могут выйти купить, так ведь? То есть у них проблем было больше, но у них было время для уединения. Они оставались в мечети не поговорить там, не поболтать, не гайбатом заниматься. Они поминали Аллаха. Это был зикр. Кто-то дуа делал, кто-то истигфар делал, кто-то науафиль читал, дополнительные намазы читал. То есть можно читать дополнительные намазы между магрибом и иша. Кому надо, поищем далиль. Фатава ученых есть. И есть хадисы, которые указывают на это. Поэтому, машаллах, вот хочется этого видеть. Хочется видеть. И когда вот иногда отправляют нас на курсы, даже во время умры, видишь в Медине, мечети, например, машаллах, очень много людей, они приходят на одну молитву и остаются до следующей молитвы. Они ждут. И это не только в хараме. Кто-то скажет, он же специально приехал. Нет, в обычных маленьких мечетях очень много бабаев, да, особенно пожилых, которые сидят, остаются. И они кто-то там, у него там дисбе, щетки, да, он субханаллах сидит. То есть он никуда не спешит, он ждет следующей молитвы. И это очень важно. Это очень важно. Есть ученые, которые пишут, помню, в одной книге читал, один ученый пишет про своего отца. У меня отец, говорит, когда приходил на зухар, он уже приходил с намерением совершить зухар и аср, и магриб. И после магриба он приходил домой, говорит, пообщался с женой, супругой, с мамой, говорит, чай пил и потом шел на иша. То есть, альхамдулилля, то есть это есть поклонение, поэтому надо это, дорогие братья, практиковать. Пока ты ждешь в мечети следующего намаза, после совершения намаза, как будто ты совершаешь намаз. Это же милость Аллаха, у тебя прощаются, иншаллах, прощаются грехи. «Ман вафака та'минуху та'мин аль-малаикати». У кого совпадет произнесение слова «амин» с произнесением слова «амин» ангелов. И Абу Хурайра, следующая причина же. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза каляль имаму», когда имам скажет «гайрил магдуби алейхим валаддаллин», то есть это завершает суру Фатиха, «факулу амин», говорите амин, «фаиннаху ман вафака каулуху кауляль малаикати», и у кого вот это слово амин совпадет со словом амин ангелов, то есть этот хадис указывает на то, что ангелы, когда имам завершает чтение суры Фатиха, ангелы тоже говорят слово амин. Амин. И вот если у кого из вас слово амин совпадет с амином ангелов, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи, у него простятся его прошлые грехи. Аллах простит ему его прошлые грехи. Поэтому мы знаем, что по сунне, когда завершается чтение суратуль Фатиха, мы говорим слово амин. И также есть другой хадис. Этот хадис у нас сахих равахуль Бухари. Равахуль Бухари, также сборник имам Малика, Абу Дауда, Ан-Насаи и так далее, и так далее. Также в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ида аммана аль-имаму фааммину», когда имам говорит амин, вы тоже говорите «фаиннаху ман вафака та'минуху та'мин аль-малаикати», и у кого произнесение слова амин совпадет с произнесением слова амин ангелов, ему простятся его прошлые грехи. Поэтому по сунне мы знаем, что нужно говорить амин, и альхамдулилля, это тоже есть причина прощения наших грехов. Но по нашему ханафитскому масхабу, еще раз напоминаю, для тех, кто забывает,
что амин говорится, никто не говорит, Аллах сахласын, никто не говорит, чтобы мы оставляли сунну, но мы призываем, чтобы говорили про себя. Идем дальше. Следующая причина. Ман вафака каулуху сами Аллаху лиман хамида кауляль малаикати. У кого совпадет его слова сами Аллаху лиман хамида со словами ангелов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида каляль имам», когда имам говорит «Сами Аллаху лиман хамида», то есть «Сами Аллаху лиман хамида», слышит Аллах, или же да услышит Аллах того, кто восхваляет Его. Поэтому везде между переходами имам говорит «Аллаху Акбар», возвеличивает, но есть один момент, когда имам говорит, когда поднимается с рукуа, «Сами Аллаху лиман хамида». То есть это означает «Сами Аллаху лиман хамида», слышит Аллах, или же да услышит Аллах того, кто восхваляет Его, кто восхваляет Аллаха. И вот, когда имам скажет эти слова, вы говорите «Аллахумма Раббана лакаль хамд». «О Аллах, Раббана, Ты наш Господь, лакаль хамд, и Тебе наши слова восхваления». Можно говорить еще в другом хадисе «Раббана ва лакаль хамд». «О наш Господь, Ты наш Господь, и Тебя мы восхваляем». Также есть «Раббана лакаль хамд» без «ва». Это тоже правильно. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. И если вот эти его слова «Раббана лакаль хамд» совпадут со словами ангелов, то есть получается, ангелы тоже говорят «Раббана лакаль хамд, гуфира лаху ма тақаддама мин замби», Аллах простит ему его прошлые грехи. Этот хадис в сборнике имам Бухари, Муслим, можно и не продолжать. Так ведь? Вот поэтому, машаллах, кто-то может подумать, что это небольшая сунна, да, машаллах, кто-то может и пропустить эту сунну, но, альхамдулилля, вот эти слова, зикры, они служат причиной того, что Аллах посредством этих слов прощает нам наши грехи. И у нас, в общем, идет дальше зикры, оказывается. Ад-зикру дубура кулли саля. Слова поминания Аллаха после совершения намаза. Как нам передает Абу Хурайра, радийаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им и будет доволен его матерью, «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», сказал посланник Аллаха: «Ман саббаха Аллаху фи дубури кулли салятин талатан ва талатин». Кто будет прославлять Всевышнего Аллаха после намаза 33 раза, «Ва хамидаллаха талатан ва талатин», и будет восхвалять Аллаха, то есть будет говорить «Субханаллах» 33 раза, будет восхвалять Аллаха 33 раза, то есть «Альхамдулилля» слова, «Ва каббар Аллаха талатан ва талатин», и будет возвеличивать Аллаха 33 раза, то есть говорить «Аллаху Акбар», «Фатилька тис'а тис'ун», и это будет 99 раз. То есть 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля, 33 раза Аллаху Акбар. Вакаля тамам аль-миа, и на 100-й раз, если он скажет «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Вахдаху», и он один, един, «Ла шарика ля», и нет у него сотоварища, «Лахуль мульк», и ему принадлежит все царствие, «Валяхуль хамд», и ему принадлежит вся хвала, «Ва хуа аля кулли шайин кадир», и он над всякой вещью мощен, «Гуфират хатая, ва инканат митля забадиль бахр», ему простятся его грехи, даже если они будут на величину морской пены. То есть море, когда происходят волны, так ведь, когда они ударяются об скалы, появляется что? Пена. И невозможно сосчитать, сколько там пены. Так ведь? Невозможно. Поэтому во многих хадисах посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сравнивает многочисленность наших прегрешений с морской пеной. Или, помните еще хадис? Про что мы говорили? Про дюны.
то есть про песок в пустыне. Невозможно посчитать, сколько песчинок там, так ведь? Поэтому, дорогие братья, не обольщайтесь, у нас грехов еще больше. У нас прегрешений еще больше, но, альхамдулилля, очень много причин Аллах Тааля нам дает, чтобы мы избавлялись от этих грехов. Поэтому то, что мы после намаза говорим 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля и 33 раза Аллаху Акбар, и в завершении говорим Ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика лахуль мульку ва лахуль хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир. Это будет причиной того, что Аллах простит нам наши грехи. Этот хадис в сборнике имама Муслима и имама Ахмада, рахимахуллах. И вот хочу сказать единственное замечание. Когда мы произносим эти слова, во-первых, старайтесь понимать, о чем вы говорите. Просто почитайте, что означает Субханаллах. Когда мы говорим, когда мы признаем всем сердцем, что Аллах пречист от всех недостатков. Пречист Аллах. Субханаллах — это не Аллаха шакир, как многие думают. Субханаллах — это когда мы признаем, что Аллах не имеет никаких недостатков ни в своих именах, ни в своих атрибутах, ни в своих делах, ни в своих деяниях. Аллах пречист от всех недостатков. И с этими словами обратился к Аллаху Юнус алейхиссалям, когда очутился в чреве кита, и он понял, что вина не в Аллахе, а в нем. И он покаялся. «Инни кунту миназзалимин», он сказал, «Я был из числа несправедливых». Поэтому и Аллах простил его и приказал рыбе отпустить его. И вот поэтому, когда мы говорим «Субханаллах», мы должны понимать, мы должны видеть, я не знаю, красоту этого мира. Мы должны видеть совершенство в созданиях Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим «Субханаллах», мы должны думать о его качествах, атрибутах, машаллах, о его величии. Поэтому это не просто так. Некоторые вот там смотришь, как щетки идут. Ну, я не знаю, в одну секунду сколько пулемет дает этих. Я не знаю, я не военный человек, и не служил, и не горжусь этим. Да, но я не знаю, а у некоторых вот прямо так тасбих идет, так это разве? Ну, через такие слова Аллах не простит нам грехи. Тут речь идет о других. Поэтому, дорогие братья, пропускайте эти слова. Пусть будет немножко помедленнее, но пропускайте это через сердце. Через сердце. Потому что, не понимая о том, что ты говоришь, на автоматическом уровне это неправильно. «Вахамидаллаху талятан ва талятин». И когда мы говорим «Альхамдулилля», «Альхамдулилля», можно говорить «Ашшукру лилля». Вот многие татары, когда спрашивают, а что означает «Альхамдулилля», многие говорят «Аллаха шакир». Аллаха шакир, то есть это мы благодарим Аллаха, это тоже хорошо. Но ученые говорят, между ашукру лилляхи и вальхамду лилляхи есть разница. Мы делаем шукр, благодарим Аллаха за то, что Он нам дал. То есть получается, Аллах дает что-то, а потом мы его благодарим за это. Ашукру лилля. А хамду лилля. Альхамдулилля. То есть, когда мы говорим хвалу, восхваляем Аллаха, мы не ждем от Него взамен чего-то. То есть мы восхваляем Его из-за Его блага, мы восхваляем за то, что Он есть, мы восхваляем Его за Его величие, за Его качества, атрибуты. Поэтому ученые говорят, альхамдулилляхи больше, чем просто шукру лилляхи. Поэтому, когда вы говорите «Альхамдулилля», вы вспоминайте про те блага, которые Аллах Тааля вам дает. Это ваши те же руки, ноги, глаза, разум, машаллах, солнце над головой, альхамдулилля, жизнь наша, машаллах, то, что ты в мечети, а не где-то там, да, то, что ты дома у Всевышнего Аллаха, поэтому пропускайте это через свое сердце, через свой разум, не просто хамд, не надо. Альхамдулилля, понимайте, поминайте Аллаха, понимая, о чем вы говорите. Потому что это когда ты не понимаешь, о чем ты говоришь, и не пропускаешь это через разум, через сердце, тогда это не поминание Аллаха. Это не поминание Аллаха. Поминание прежде всего должно исходить от сердца. От сердца, а не просто на языке. Вакаббар Аллаху талятан. И когда мы говорим Аллаху Акбар, мы говорим не просто Аллах велик. Аллаху Акбар мы говорим.
Аллах превыше всего. Аллах величие всего, абсолютно всего. Ля шарика ля, и нет у него. Никто не может, ничто не может быть наравне с ним. Поэтому, дорогие братья, то, что вы говорите, учите всегда, учите, очень важно значение, перевод, чего вы говорите. Ас-саляту би бейтиль мақдис. Идем дальше. Совершение намаза в мечети Аль-Кудс, то есть в Иерусалиме. Этот хадис нам передает Ибн Амр, радиаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Сулейман ибн Дауд, то есть это Сулейман сын Давида, Дауда алейхиссалям, лямма бана бейт аль-Мақдис, когда построил мечеть Аль-Кудс, то есть получается мечеть Аль-Кудс был построен Сулейманом алейхиссалям, он обратился к Аллаху с 3 просьбами. То есть у него было 3 желания. Он попросил у Аллаха 3 вещи. Он попросил у Аллаха хукман юсадифу хукмаху. То есть он попросил у Аллаха мудрость, которая будет совпадать с его мудростью. Или господство, которое будет совпадать с его господством. То есть чтобы Аллах был доволен им. Чтобы Аллах даровал ему тот путь, которым он будет доволен. И фаутия, и Аллах дал ему это. Он принял его, это дуа, и дал ему тот путь, которым Аллах был доволен. وَسَأَلَ اللَّهُ مُلْكًا лَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. И он попросил у Аллаха, чтобы Аллах одарил его царствием, таким царствием, чтобы ни у кого после него не было. И Аллах Тааля дал ему. То есть ученые говорят, историки религии, ученые говорят, что за всю историю человечества таких царей с такой силой, мощью, с такой армией, да, до конца света никого не будет. Ни одного государства не будет, ни одного царства не будет наравне с царством Соломона, Сулеймана алейхиссалям. Потому что даже если смотреть, какова была у него, вот сегодня там где-то Америка хвастается, да, своими самолетами, своими истребителями, а потом наши отвечают им, так ведь Китай не отстает, да, вот у каждого армии, у каждого царствия, да, но мы должны понимать, что если взять не самолет Сулеймана алейхиссаляма, а один ифрит, молодого джинна, да, одного молодого джинна, который сказал: я принесу трон Билкис, пока ты не встанешь со своего кресла. То есть Ибн Касире говорится, Аллаху алям, это не хадис, Ибн Касир говорит, что ширина трона, трон был из чистого золота, ширина трона была 40 локтей, а длина 80 локтей. То есть это чистейшее золото. Сегодня я не думаю, что есть такое государство, которое придумало такой самолет, который мог бы переместить такой трон с такими размерами и за такое время. Но Сулейману это показалось очень долго, поэтому появился другой его помощник из его армии. Говорят, что его звали Асаф ибн Бархия, и он ему сказал: о мой царь, этот трон будет стоять перед тобой, пока ты не моргнешь своим глазом. И этот трон, он стоял перед ним. Поэтому такой мощи, такой силы, которую Аллах показал миру через своего пророка, через царя Сулеймана, алейхиссалям, Соломона, никогда не будет. Аллах ему принял у него дуа. И третье, то, что попросил он у Аллаха после завершения строительства этой мечети, он сказал: кто бы сюда не приходил, в эту мечеть, кто бы сюда не приходил, с одним единственным намерением просто совершить намаз. Ни на экскурсию, ни там мир повидать, ни там недалеко Мертвое море, ни там полежать, а просто с намерением. Да? Он приехал сюда, в эту мечеть, у него не было никаких намерений, кроме совершения намаза,
ан юхриджаху мин хатиатихи кайомин валядатху уммуху. Он попросил, чтобы Аллах вывел из него все его прегрешения, и он оказался в таком положении, в котором его родила мать. То есть сабый бала халинда, вот как ребенок рождается на этот свет без единого греха, да, посланник Аллаха, Сулейман, алейхиссалям, попросил у Аллаха, чтобы Аллах очистил его от грехов. И наш уже посланник Аллаха, Мухаммад, саллиллаху сказал: «Аммафнатани факад уатихима». Что касается первых двух молитв, то он их дал им. Аллах Тааля ответил на эти: «Ва арджу ан якуна кад ухтия салиса». И я надеюсь, что Аллах ответит и на его третью мольбу. Этот хадис в сборнике имам Ахмада, Ан-Насаи, Ибн Маджи, Ибн Хиббан, Хаким. Хаким сказал, что этот хадис достоверный. Есть ряд других мухаддисов, которые сказали, что этот хадис достоверный. Вот поэтому, альхамдулилля, многие братья, они уже по несколько раз были в Мекке, в Медине, но мы знаем, что посланник Аллаха призвал нас совершать путешествие ради того, чтобы совершать намаз только в 3 мечетях. Так ведь? Там ни Турции нет, ни других мечетей нет, ни в Эмиратах это большая мечеть, несмотря на красоту, их в списке нет. 3 мечети. Это мечеть Аль-Харам, мечеть Масджидун Набауи, мечеть пророка, и 3-я мечеть Аль-Кудс. Вот поэтому это как раз про 3-ю мечеть. Аль-Маши мин аль-байти иля аль-масджиди мутаваддиан. Ходьба в мечеть, то есть человек, когда идет в мечеть, выходит из дома в мечеть мутаваддиан, то есть самовением. Самовением. Это очень важно, дорогие братья, потому что все хадисы практически указывают на то, вот этот аджр за и джамаат намаз, и аджр, который мы получаем за каждый наш шаг, иншаллах, вот именно с таким условием, что мы выходим в мечеть уже из дома с тахаратом. Тоже немало здесь хадисов, Посмотрим, какой вам прочитать, чтобы... Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Идза тавадда ахадукум фа ахсана аль-вуду». Когда кто-либо из вас совершил омовение, взял омовение и сделал свое омовение наипрекрасным, фа ахсана аль-вуду, не просто взял омовение, а сделал его в совершенном виде, в лучшем виде, thumма хараджа иля аль-масджид, и затем он вышел из дома в мечеть только с одним намерением – молитва. Помолиться в мечети, совершить молитву. «Лям тазиль ричлюху аль-юсра тамху анху сайя». И не поставит он левую ногу, пока Аллах не сотрет ему прегрешений. То есть каждый раз, когда он будет вот так наступать левой ступней, Аллах будет стирать ему прегрешения. «Ватуктабу лаху льюмна хасанатан». И каждый его шаг правой ступней запишется ему хасанатан, одним благим делом, хатта ядхуль аль-масджид, и это будет продолжаться, пока он не войдет в мечеть. Поэтому сколько шагов, там кто-то может поменьше шаги, да, побольше. Иншаллах, каждый шаг будет причиной того, что Аллах будет прощать ему грехи. Но вот как раз начало хадиса указывает на то, что он должен сначала совершить аль-вуду, то есть омовение. Есть другой хадис, этот хадис сахих, раваху табарани, хаким, байхаки. И еще один хадис. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если кто-либо из вас совершил омовение и сделал его в лучшем виде, наилучшем образе, «Тумма хараджа иля саляти», затем он вышел к молитве, даже не к мечети написано, да, мечеть, а к молитве, все уже понятно, в мечеть, с намерением совершить молитву, «Лям ярфа кадамаху льюмна илля катабаллаху азза ва джалля лаху хасана». И он не поднимет свою правую ступню, пока Аллах не простит ему
пока Аллах не запишет ему за это награду как одно благое дело. То есть, как только он поднимает, даже не наступил еще, даже не наступил, он поднимает правую ногу, Аллах пишет ему награду за это. «Валям яда хадамаху льюсра», и он не поставит еще свою левую ступню, «илля хатталлаху анху сайя», Аллах уже простит ему, сотрет ему прегрешение. Поэтому каждый выбирайте фальяхруб ахадукум авлиябгат, то есть поближе ему жить к мечети или подальше, потому что кто будет дальше, ему будет аджры больше. И фаин атал масджида фасалля фи джамаатин гуфира лаху. И когда он придет в мечеть и совершит коллективную молитву, то есть молитву в джамаате, гуфира лаху, Аллах простит ему грехи. Фаин атал масджида ва кад саллау ба'дан ва бакия ба'д. А если он придет в мечеть и увидит, что люди уже совершили часть намаза, часть молитвы, но осталась еще часть молитвы, то есть он совершает то, докуда он успел, и завершает уже оставшуюся часть. А если он пришел в мечеть, то люди уже совершили намаз, то он сам завершает намаз. Кана кадалика, и вот таким образом. То есть, альхамдулилля, то, что он совершает намаз в коллективе, он за это, Аллах его прощает ему грехи. Этот хадис сахих, Абу Дауд, Байхаки и так далее. Салатуль фаджри фи джамаатин ва дзикру ба'даха хатта ташрук аш-шамс. Thumma салат рак'атайни. Совершение утреннего намаза в джамаате, затем после намаза поминание Аллаха, пока не взойдет солнце, не поднимется, thumma салату рак'атайни, затем 2 рак'ата совершит намаз. Анас, радийаллаху анху, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто совершил утренний намаз в джамаате, затем остался сидеть в мечети, поминая Аллаха, пока не взойдет солнце и пока не пройдет время, так ведь 20 там сколько минут, thumma салля рак'атайни, затем совершил 2 рак'ата намаза, то есть получается, человек совершает фаджр и не спешит, если есть, конечно, на это возможность. Так ведь он не спешит, он сидит, Коран читает, дуа делает, он ждет, пока выйдет солнце, и когда солнце поднимется, ученые говорят 20 минут, может быть еще больше, и совершит 2 рак'ата намаза, канат лаху ка аджри хаджа. Вот за это все, за то, что он совершил фаджр, зикр делал, подождал, пока солнце взойдет, и совершил 2 рак'ата намаза, он получит за это награду хаджа, как будто он совершил хадж. Ва умратин тамматин. И плюс, и это еще не все, он совершит за это аджр, награду хаджа, как будто он совершил хадж, и полноценный умры. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, 3 раза повторил: тамматин, тамматин. То есть он совершит за это еще плюс, как будто он совершил полноценную умру, полноценную. 3 раза он повторил эти слова. Машаллах, вот она где сокровище, которое мы с вами каждый день, машаллах, получаем от Аллаха, но отказываемся от них. Этот хадис сахих, достоверный, его передал имам Тирмизи. Так, на сегодня все или один хадис прочитаем? Саляту рак'атайни ля сахва фихима. Давайте последний на сегодня хадис. Не устали? Не заснули там? Там. Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман тавадда'a фа ахсанал вуду'a». То есть тема такая, причина какая? Саляту рак'атайни ля сахва фихима. То есть совершение 2 рак'ата намаза совершенным образом. То есть ля сахва фихима, чтобы там не было никаких невнимательностей,
никаких отклонений от намаза. То есть, когда человек совершает 2 раката намаза наилучшим образом, совершеннейшим образом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто совершил омовение и сделал его наилучшим образом, «Сумма салля ракатайни», и совершил 2 раката намаза, не проявляя в этих 2 ракатах никаких невнимательностей, никаких упущений. То есть вот все он сделал вот как положено. 2 раката только, да? Афар Аллаху ляху ма тақаддама мин дамби, Аллах за это простит ему его прошлые грехи. Его прошлые грехи. Вот и этот хадис, дорогие братья, указывает на что? Не на количество, а на качество. То есть нам, дорогие братья, если мы хотим результата, если мы хотим, чтобы наши поклонения, они были приняты Аллахом, если мы хотим, чтобы они чего-то стоили на чаше весов, и если мы хотим, чтобы вот эти поклонения, они меняли нас, потому что поклонение, оно должно менять нас, мы должны меняться в лучшую сторону. Так же, как менялись сподвижники, ради Аллаху анхум, так же, как менялись табигины в лучшую сторону. То есть, если мы хотим, чтобы посредством этих поклонений мы менялись, мы должны большее внимание уделять чему? Не количеству, а качеству. Качеству. Вот, 2 раката, не 20, не 30, всего 2 раката, но с условием, без каких-либо упущений. Нельзя проявлять невнимательность. Вот иногда мы совершаем, например, рукух, мы поднимаемся и потом только вспоминаем, что мы совершили рукух. Все. А что мы говорили во время рукуха? Какие-то слова, все это на автомате. Мы даже не знаем. Иногда, если спросить нас, вот ты салям даешь, сунну сделал, да, и спрашиваешь: брат, ты какие суры читал? Кто-то может и не вспомнить эти суры, понимаете? То есть невнимательность, мы упускаем. Вот ракагат упустили. Иногда мы вспоминаем во время 3-го ракагата только, что, машаллах, я же вообще-то перед Аллахом стою. Я стою перед Аллахом, и Аллах видит, что ты пропустил 3 ракагата. Не вот эти телодвижения, все у тебя там нормально. Да, все зикры сказал. Но сердце пришло более-менее на намаз, когда? В 3-м ракагате. В 3-м ракагате. Поэтому без этих невнимательных, без этих упущений, 2 ракагата. И через эти 2 ракагата простятся наши грехи. Простятся наши грехи. Поэтому кто-то может 20 лет совершать намаз, и ни один намаз не достоин, чтобы он был принят. Ни один намаз. Кто-то, хадис же есть, 60 лет совершал намаз, и Аллах не принял у него ни один намаз. Ни один намаз. Быть может, он не до конца совершал рукух, до конца совершал, то есть наилучшим образом совершал суджуд, но не завершал свой рукух, например, или суджуд. Есть хадис, так ведь? Поэтому дело не в количестве, дорогие братья, дело в качестве. Человек ветку поднял, и Аллах ему грехи простил. Потому что он... Почему ветку поднял? Потому что он понимал, что об эту ветку может кто-то споткнуться, кто-то поранится, он мешает людям, и он намерение сделал ради Аллаха избавить этих людей, которых он даже не знает. От этой беды он взял, и Аллах простил ему за это грехи, машаллах. Поэтому, дорогие братья, работайте на качество. На качество. Пусть он будет за ночь 2 ракагата, но зато такие 2 ракагата, которые, иншаллах, Аллах, иншаллах, примет. Некоторые думают: я вот за ночь прочитал весь Коран, машаллах, но сам даже не понял, о чем он читал, о чем там речь была. Может быть, тебе нужно открыть мусхаф, бисмилля, а рядом тафсир поставить. Тафсир. Ты прочитай аят, а потом почитай в тафсире, что Аллах хочет тебе сказать. А для нас важен сам процесс. Мы читаем, машаллах, 10-20 страниц позади, машаллах. Вот поэтому, когда мы читаем Коран, наше намерение, даже когда читаем Коран, наше намерение отличается от намерений сподвижников. Когда сподвижники читали Коран, когда табигины, ученые этой уммы читали Коран, у них какое было намерение и у нас какое? Вот кто-то открывает до намаза, после намаза, мы открываем мусхаф, да, и вот начинаем сверху читать. Какое у нас намерение?
это дойти до последнего аята. Так ведь? Когда мы начинаем читать первый, самый верхний аят, у нас намерение дойти до последнего аята. И там еще 5 страниц. Да, у нас должен быть вирд, особенное количество, там, определенное количество зикров, страниц Корана. Но когда сподвижники читали Коран, у них намерение, никогда не было такого намерения, чтобы дойти до нижней строчки. Да? У многих из них не было этой строчки. У них не было мусхафов таких, так ведь? У них всегда было намерение услышать, что Аллах хочет им сказать, что Аллах хочет ему сказать. Услышать вот это через этот аят. Поэтому, дорогие братья, у нас количество, а качества нет. Поэтому Умар ибн Хаттаб, когда начал читать суратуль Бакара, когда начал учить эту суру, он 12 лет учил эту суру. Одну суру 12 лет он учил. Это, да, самая великая, большая сура, Бакара. Он учил эту суру 12 лет. Когда он завершил, говорят, что он даже курбан сделал, верблюда зарезал. Знак благодарности Аллаху. И во время сподвижников любой человек, который завершал суратуль Бакара, он превращался для них в великого человека. Потому что он не просто знал суратуль Бакара наизусть, получается, он жил по этой суре. Понимаете? Большая разница. Очень большая разница просто знать хадис или аят, или же жить. Поэтому вот все эти хадисы, зикры, они доказывают нам, что мы должны через сердце, понимая все это. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Истигфар недели, я прошу прощения, на той неделе у меня никак не получилось. Я поменял, поэтому на свои эти сфотографируйте, но этот зикр, он есть, но даже если есть, вы учите, потому что, я думаю, у многих он есть, но его немногие еще используют. Этот зикр, слова просьбы о прощении во время суджуда. Мы с вами писали там во время рукуга и суджуда, а если это отдельно, когда посланник Аллаха каждый вид прегрешения повторял, выделял, поэтому учите и превращайте все эти зикры уже в часть вашей жизни. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.